Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Почему он не действует? Почему он молчит? Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте на молчуна и давайте вместе посмотрим. Я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какая-то мешанина происходит. Ладно, давайте посмотрим сразу на оракуле, на вас и на него. Чтобы мне было понятнее, что он за человек и что вы за человек. Потому что здесь так много переживаний, страхов, каких-то невыясненных, непроясненных моментов. Видите, как у него в голове вообще все смешалось. Так, мужчина и вы. Так, мужчина. Тот мужчина в раздумьях, в каких-то воспоминаниях, в обидах. Сидит такой разбитый. Вспоминает о том, что было, о том, что не случилось, не получилось, не произошло. И совершенно боится взглянуть в будущее. То есть как бы там, видите, за окном расцвет, а он туда не смотрит. Он вообще не смотрит, он боится туда посмотреть. Он боится получить отказ, либо разочароваться. Он боится, что ему будет больно. Кстати, у кого-то отыграется, что у мужчины предыдущие отношения какие-то были очень болезненные, странные и травмирующие. И, возможно, он еще не до конца готов, не до конца его отпустила эта прошлая ситуация, он не готов раскрыться, он не готов довериться, ну и, соответственно, простите, не готов поверить другой женщине. У него есть заинтересованность в вас, вы его, не знаю, искушаете, соблазняете, вы его в плане вот именно физиологии полностью покорили. Вот он ваш, он вам не может сопротивляться, он вас страстно желает и он мечтает о вас, мечтает о вашем теле, о близости с вами. То есть, вот, живет он сейчас исключительно на просторах своей памяти и в мечтах, в желаниях. Вот так. К чему-то он сильно привязан, от чего-то он не может отойти. И весь в страхах, весь в испугах, в каком-то, знаете, переляке находится. Вы простите, но я не знаю, взрослый мужчина и такое состояние какой-то загнанности, депрессии и тяжести. Вот так у него сейчас идет. Но при этом страстно вас желает, мечтает о вас. И я бы так сказала, он сейчас живет с вами, но выдуманной, виртуальной. Не реальной, а виртуальной. К реальной женщине он боится подойти, а с виртуальной у него все прекрасно. Так, что касается вас. Ой, а вы так грустите из-за этого, Боже, вы такая грустненькая сейчас, он разбивает вам сердце, вы не понимаете, что между вами вы открылись ему, либо вы готовы ему открыться, но вы готовы маску перед ним снять свою, вы готовы быть такой, какая вы есть, но вы ждете, чтобы он сделал первый шаг, ведь он мужчина, от него должна быть инициатива, а у кого-то отыграется, что между вами вот расстояние, и вы чисто вот даже в сегодняшнем дне не можете к нему подойти, подойти, открыться, поговорить, как-то прояснить ситуацию. Грусть, печалька. Вам кажется, что вы все сами себе придумали, что никаких отношений на самом деле нет, что любви нет, и вам показалось, и вообще это не ваш человек, и сами себя как отговариваете, но сердце говорит обратное, голова говорит обратное, что нет, подожди, стоп, не получается. Если он не твой человек, откуда это притяжение, откуда эти чувства, эмоции, мысли? Да, какая-то вы пара такая грустная, я прям не знаю, слушайте, ребят, так же и нельзя. Он, смотрите, весь в печали, вы в печали сидите, но у вас-то понятно, что это он причина печали, а он, конечно, себя просто загнал, накрутил. Ах, девочки,
Так, давайте я еще посмотрю. Прям хочется на оракуле посмотреть. Что это? Откуда эта печаль? Откуда это все? Или нет? Давайте посмотрим, чем это закончится. Так, ну, хорошие карты. О, еще и страсти такие безумные у вас впереди. Ну, то, что вы станете любовниками, это 100%. Вот у вас любовь, любовники, страсти между вами, причем оба будете гореть. Что он к вам, что вы к нему. А если у вас прям вот интим состоится в ближайшее время, все, вы уже не расстанетесь. Смотрите, что я вижу. Я вижу, что мужчине нужно проработать свое прошлое. Что-то там нечисто в его прошлом. Такое впечатление, что действительно вот за ним и наблюдают, и кто-то его держит на поводке, кому-то он привязан очень сильно. Вот как кто-то играет, вот какая-то женщина им играет. Это может быть и мама, да, и может быть бывшая, а может быть он сейчас не свободен. Понимаете, там какая-то игра, причем игра очень жесткая, он как марионетка там в руках. Ему нужно разобраться с этим прошлым. Он, ну, не вас боится, он боится повторения сценария, да, боится того, что уже с ним случилось. Вот разбираться он с прошлым со своим будет. Смотрите, я вижу, что судьба вас сведет, судьба даст вам такие волшебные пинки, что вам, что ему, и вас просто сведет в момент, когда вы совершенно будете не готовы, не будете ждать, не надеяться, вот даже, знаете, как опустошенно себя будете чувствовать. Вот и он также. Понимаете, вы как голые друг перед другом, открытые, вот какие вы есть, без притворства, без игры. Судьба сведет вам по судьбе. И знакомство было, и любовная связь вам по судьбе. Я не вижу между вами каких-то прям очень серьезных отношений. Но мы ведь и не смотрим на отношения, да, мы не смотрим, что там между вами дальше будет. Я вижу между вами любовь и страсть. Вот как хотите, любовь и страсть, любовники, вот это я вижу. Причем вот первый шаг все-таки будет делать мужчина. Мужчина не вы, а именно он. Он вас туда позовет, в эту любовную страсть, а вы не откажетесь. У вас с ним такие яркие моменты любви идут впереди. И сколько бы вам лет не было, каких мужчин в вашей жизни не было, вот именно с этим вы почувствуете себя именно гармонично и счастливо именно в интимной жизни. Для женщины, кстати, это очень важно. Редко у женщин бывает полноценная интимная жизнь вот со всеми полноценными ощущениями. Так. Теперь понятно, откуда эта каша в голове, понятно вся эта грусть, вся эта печаль. Ну, мужчина сейчас разбитый, вот он даже не сидит, он просто, знаете, как рухнул на стол, даже сил нету голову поднять. У кого-то, кстати, отыграется, что в момент, когда вы смотрите отсыпку, мужчина пьян. Знаете, горе свое заливал. Но ему не стало хорошо, ему не стало весело, а еще хуже стало. Вот прям тоска, выть хочется, орать хочется, хочется что-то вот прям разбить в труху, да, стереть. Ему хочется куда-то свою боль одеть, вот прям сердце хочется вырвать, да, вот лишь бы оно не болело. Боль у него из-за прошлого и из-за настоящего. Больно от того, что он не может быть с вами, больно от того, что он не может держать вас в своих руках, быть той, кем он бредит, давайте так скажем. Я не буду говорить про любовь в сегодняшнем дне, просто вот он вами бредит. Вот чтобы вы для себя понимали, это состояние бреда, он вами болеет, он вами бредит. И также хочется вырвать из сердца ту, которая сделала много гадости, боли причинила. Даже, возможно, в какой-то момент, как разрушила его жизнь. Не убила, но как бы покалечила, будем говорить так. Тяжелое у него состояние. Ну а как ему в этом состоянии к вам проявляться? Вот что ему в этом состоянии говорить? Говорит, что у него там беда-горюшка, говорит, что он в депрессии, говорит, что у него там хвост, извините, подгорает. Что говорить? Конечно, он будет молчать. Он молчит не потому, что он к вам ничего не испытывает, он молчит, потому что сказать-то нечего.
Нечего. А то, что происходит у него на сердце, в душе, ну это же ужас. Это ужас. Хоррор. Ну, кто, девочки, вот как хотите, но какая-то женщина его покалечила. Просто покалечила. Вот представьте, да? Зреет яблочко, наливается, такое оно красивое, такое оно вот прям прекрасное, привлекательное. И пришла какая-то бабища, сорвала, надкусила, об землю ударила, там, ногой топнула. Ну вот покалечила. У него сердце покалеченное. Как-то женщина его покалечила. Он столько горя с ней познал, столько бед, столько она неприятностей ему причинила, унизила, оскорбила. Ну, вот прям так, видите, вот она его сломала. Либо, по крайней мере, пыталась сломать. Она ему на сердце идет крестом. Вот представляете, вот выйти из этого состояния, представляете, опять научиться любить, доверять, открыть свое сердце, покалеченное сердце. Ай, боже, бедный мужчина. Он бывает, вот говорят, мужчины плохие. Девочки, такие женщины бывают, что просто страшно. Там ни один мужчина с ней по коварству не сравнится. Вот тот, кого вы загадали, вот ему очень не повезло. Очень-очень. Вы, конечно же, об этом узнаете. Может быть, не все, не полную картинку увидите, но узнаете достаточно, чтобы волосы на голове зашевелились. Вот просто вам так его будет жаль. Так вы будете к нему расположены, вот прям, знаете, захочется его там обнять и защитить от всего мира, знаете, как маленького ребенка. Так, мужчина ваш пойдет на поправку, он полечится. У него тут, смотрите, работа идет, работа, которая его и отвлечет, и развлечет. То есть его полечит именно работа, его реализованность и его какой-то успех. Пусть небольшой, но все равно успех. Плюс, я уже вам сказала, да, вас судьба сведет. Здесь очень классный знак, который именно показывает, ну, даже не соединение, а скорее столкновение людей. Вот вы столкнетесь, прям лбами столкнетесь в каком-то неожиданном месте. Ни для вас, ни для него. У судьбы, ну, тут серьезный замысел, кстати, на вас. Судьба хочет, чтобы вы были вместе. Вы нужны друг другу. Я понимаю, что вы нужны ему, чтобы лечиться до конца, да, поверить в любовь, поверить в счастье. А вот зачем он вам нужен, я этого, к сожалению, не вижу. Но этого не показали. Просто не показали. Но нужен, девочки, нужен. Я думаю, что на этот вопрос вы себе сами ответите. Зачем он вам нужен? Девчонки, еще где-то в течение, ну, где-то 3-4 недель между вами вот такое состояние тишины, вы ничего о нем знать не будете, он никак не будет там подавать признаков жизни, будет в этой молчанке, будет в этой тишине, а потом у вас идет яркая встреча. Встреча, которая, ну, вы знаете, вы обалдеете, и он обалдеет. Вы так друг на друга так замрете и будете смотреть с вытянутыми челюстями, да, с широко раскрытыми глазами. Так у вас идет. А потом он начнет говорить, и его будет уже не остановить, а вы будете слушать, и вам будет все равно, что он говорит. Главное, что он говорит, и вам приятно. Вам приятно, вы его слушаете. Вы договоритесь. Вернее, он вас уговорит на что-то. Но я так понимаю, на вот встречу, на любовную связь. Да. Необычно, все очень необычно. Так, по поводу вас, вот хочу добавить. Вы сейчас зря так нос повесили. Девчонки, займитесь собой. Займитесь своей внешностью, своим здоровьем. Кому надо похудеть, худейте. Кому надо набрать, набирайте. Выходите вы из дома, не думайте вы о нем, не думайте. Вы ему все равно ничем не поможете. Вы все равно никак не сможете его к себе вот сейчас притянуть. Не надо, вы тут ни при чем. Вы красавица, вы умница, и вы ему очень-очень нравитесь. Я уже сказала, да, он вами болеет. Но вся проблема в том, что между вами сейчас тишина, она в нем, не в вас, в нем проблема. Вот за что вам такое дали? Ну, тут тайный замысел, но не показали, к сожалению. У вас вот какая-то дорожка интересная идет. У вас еще какой-то человечек интересный вышел. Либо кто-то за вами будет пытаться ухаживать, либо кто-то будет вам помогать.
Мужчина вышел. Мужчина, кстати, постарше, чем вы. Либо выглядит старше, чем вы. Но вас немножечко отвлечет, развлечет. Да. И смотрите, как интересно. Вот в момент, когда вы о нем начнете забывать, ну вот совсем уже думать не будете, вот идет это столкновение, эта встреча. Да. Нет, вы встретитесь 100%. У вас вот страсти впереди. Вот как хотите, страсти. Любовные страсти, они у вас впереди. Причем настолько яркие, настолько они обжигающие, прекрасные. Я даже не знаю, как это можно словами выразить. Я вижу вас настолько счастливой, и он настолько счастливый. Вот вы только друг друга видите. Только друг друга. Девчонки, кто сейчас в паре, в браке и загадал на постороннего мужчину, ну, он вам никем не приходится в данный момент, да, поэтому будем говорить посторонний. Вы как хотите, вы будете оставаться в браке, но у вас любовник появится. Ну, вот явно он будет вашим любовником. Пусть вас совесть не мучает, там, не думайте вы что-то там делаете такое неправильное. Здесь именно тайный замысел судьбы. Это все не просто так. И это не по дьяволу проходит, это именно по воле высших сил. То есть высшие силы говорят, вот тебе надо это, да, вот тебе, ему надо. Вот вы сойдетесь и друг другу дадите. Дадите страстей, дадите счастья, дадите вот этот невероятный заряд энергии. Вы, кстати, очень поменяетесь в этой связи. Вы станете такой, как вас задумала природа. Вот, яркой, классной, харизматичной. И, кстати, у вас, когда интимная жизнь, извините, наладится, к вам удача начнет приходить. Удача и везение. Вы настолько будете обвораживающе, прекрасно, сиятельной, что, знаете, как все будет к вашим ногам. Вот поверьте, настолько жизнь поменяется. Так, мои хорошие. На этом у меня все. Дождитесь, пожалуйста, своего срока и ни в чем себя не обвиняйте. С вами все замечательно. Это просто такой мужчина вам, ну, покалеченный попался. Да? Дайте ему время прийти в себя, восстановиться. Вот работа его вытянет, и судьба вас обязательно сведет, соединит. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.